Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня суббота, выходной. Отдыхаем сегодня. Утром встала, накормила кур, накормила детей. Сейчас топлю баню. Придут сегодня в баню дети. Юля с Салаватом, внучки. Позвала сегодня в баню купаться и сватьев, потому что в прошлый раз они нас пригласили. Я ездила туда с детьми. Прекрасно помылись. Ну и я решила их позвать. У детей сегодня день здоровья. Они ходили в школу. Вот уже пришли. Пока дети были в школе, я сделала домашнюю лапшу. Пеку хлеб. А вторая партия у меня пока еще в духовке. Заправила окорочку. Хочу в духовке пожарить. А сейчас хочу вакбалиш делать. Стираю белье. Сейчас мы с внуком быстренько налепим вакбалиш. Что, не получается у тебя вакбалиш? Ну, скоро начнет получаться, думаю. Вот посмотри. Вот так бери. Вот так собирай. Вот, видишь? Крепко-крепко? Крепко и прижимай, Угу. чтобы вместе все прилипалось. Правильно говорю, вместе прилипалось? Да, да. Вот видишь, вот так собираешь потихоньку. Угу. Вот видишь как? И получился вакбалиш. Получился вакбалиш. А ты любишь вакбалиш? Люблю. Да? Давай. А где братик? Братик отдыхает. Что-то он устал сегодня. А, набегался, Напрыгался. напрыгался. Я подписчикам сказала, что у вас сегодня день здоровья. Объясни, что это такое? День здоровья — это когда мы, например, играем в футбол, тренируемся В школе. в школе, играем в разные игры, которые нам помогают, укрепить наше тело, Угу. сделать тело более крепким. Ой, молодец. По желанию ходишь в день здоровья? Да. Или ленишься? Нет. Не ленишься, да. А сегодня что делали? Сегодня мы катались на коньках, и потом у нас было чаепитие. Чаепитие даже у вас было? Угу. Вот так соберем. Посмотри. Вот так делаем. Немного не получается? Получится при желании. Ишпичмак же у тебя получилось. Да. И это получится вот так. Вот видишь? Угу. А ты не замерз? Как я замерзну, если у меня носки пуховые и варежки пуховые? Ну ладно, хорошо, что не замерз. А сегодня будет баня? Конечно будет. Как же, я уже затопила. У меня вот так получилось. Делаю, как там, куличики. Нет, вот посмотри. Вот. Вот. А, Вот. до конца себе? Посмотри. Да, вот так. Вот. Видишь? Мгм. Видишь как? Да. Вот так все собирай. Попробуй. Вот так вместе в гармошку собирай. Вот так и крепко лепи. Прилепляй. Ага. Вот так. А сестрички сегодня придут в баню? Конечно, придут. А ты хочешь? Ну почему бы и нет? Мы с ними бы играли вместе дома.
Ну, конечно, придут. Как же они придут? Они тоже скучают по вам. Завтра воскресенье. Что будете делать? Спать. Спать? До Да. скольких? Не знаю, до 12, наверное. А вы когда последний раз до 12 спали? В прошлое воскресенье. До У меня стало получаться немножко. Вот видишь? Видишь, у тебя получается. Собирай. Если захочешь, все получится. Было бы желание. Вот посмотри, ты здесь хорошо собрал, Да. а здесь нет. Видишь? Мгм. Вот гармошка. Видишь гармошку? Вот так собирай кучу. Вот так. Мгм. Потом братика научишь. Конечно, научил. Ему тоже надо уметь готовить. Конечно. Сейчас. Вакбалиш у нас с ливером, картошкой. Немножко накрошила тыкву. И лук. Тыква очень полезна. Да. Тыква полезна, ты не больно любишь тыкву. Мгм. Почему? Ну, я даже не знаю. Надо любить тыкву. Тыква полезная, ты знаешь сам. Расскажи, как у тебя дела в школе? Ну, нормально, как у всех учеников. Пока что учусь на 4, 5. Молодец. В дальнейшем думаю исправляться и учиться на 5. Дай бы Бог. Кирилл, всегда, когда что-то сильно захочешь, всегда можно преодолеть все трудности, мечты сбываются. А видишь, у тети Розы, у нее, слава богу, все получается. Лишь бы захотеть. Отучилась, получила образование медицинское, получила образование высшее юридическое, прошла какие-то курсы на специалиста отдел кадра, а сейчас переехали на юг, строят дом, купила машину, а теперь учится на права. Еще поступила куда-то учиться. Я поняла, что связано с растениями, огородом. Вот видишь, у нее желание есть. Она для вас пример. Было бы желание. На права, я думаю, поступать с 18 лет. А ты на права, Улам, можешь учиться в школе. Да? Да. На права можешь в школе учиться, сдавать, а права дадут, когда будет тебе только 18 лет. А, Это очень удобно. Будет да. у тебя желание, будешь учиться. Я согласна. Но самое главное, я уже знаю. Если горит красный свет на светофоре, то нельзя ехать. Самое главное. А зеленый? Зеленым можно. А желтый? Желтый предупреждение. Надо приготовиться. Правильно. И все. Нельзя также переходить пешеходом в ненужные места. И также я знаю дорожные знаки. Ну ладно, хорошо. Это тоже хорошо. Мама тебе звонит? Да, звонят каждый день. И узнает, как дела, не болеет ли Нанайка, не болеем ли мы, как учеба. Ну, молодец, мама работает. У нее тоже все хорошо, слава богу. Но приедет она только в середине апреля. По скайпу общаетесь? Я не использую скайп, я чаще всего использую Дискорд. М. Кирилл, там одна подписчица у меня в комментариях спрашивает, я еще не ответила.
как мы и где мы монтируем? Мы скачали программу Movavi Video Editor Plus 2020 года. Вон именно там мы монтируем ролики. Эти раза я скачала Movavi Video Editor 2018 Plus. Я потом решил переустановить на последнюю версию. Молодец. Тетя Роза меня научила монтировать, скачала программу, показала все да как. А ты меня научил, да? Да. А дальше я научу вас. Угу. Молодец ты у меня. Помогал мне монтировать ролики. Сначала снимал, потом помогал выкладывать, научил меня. Теперь я сама стараюсь. Думаю, у нас все получится. Благодаря этого мы получаем зарплату. И я могу вас баловать. Там у меня, наверное, комментариев много накопилось. Иди, лучше ты комментарии выпускай. Я сейчас сама быстренько сделаю. Да, ладно. В следующий раз научу я тебя, ладно? Да. Молодец. На ютубе нельзя детей много показывать. У меня не детский канал. Ютуб может у меня отключить комментарии. Поэтому я его специально отправила выпускать комментарии. Спрашивают у меня там про Пашу Мартина. Да, козел наш, бывший Пашка. В прошлом году мы не знали, как его звали, и назвали Пашей. Оказался он Мартином. Пока он у нас будет немножко в гостях, в комментариях много раз читаю насчет закваски на хмелю. У меня 2 вида там закваски. Первый раз я показала, как получить закваску на хмелю, если у вас вообще нету закваски. Там с картошкой. Это трудно. Второй раз тоже показала, варила хмель. Чтобы туда первоначальную закваску положить, тоже у вас нет закваски. Я специально сделала прессованными дрожжами. Обычно, когда мы хмель варим, у нас закваска в запасе остается. Вот этой же закваской мы квасим. Мои закваски только все натуральное. Там у меня нет ни прессованные дрожжи, ни сухие дрожжи. Мне так хочется вам помочь, чтобы у вас были натуральные закваски на хмелю. Живете далеко, а посылкой это не отправить. Закваска, вы сами знаете, киснет. Может в любое время открыться. Может в посылке даже открыться. И вы сами знаете, это будет очень неприятно. Ну, конечно, хлеб вкусный. Самый вкусный хлеб на хмелю. Больше ничем нельзя сравнить. Хмель у кого-то, если нет, то можете купить в аптеках. Даже в аптеке можно заказать. Они принимают заказы. Многие у меня спрашивают, как здоровье моей сестренки, которая живет в Узбекистане. Спасибо вам большое, что вы переживаете вместе со мной, что вы спрашиваете. Мне это очень приятно. Ну, как сказать, пока получает лечение. Молимся Всевышнему, чтобы она выздоровела, чтобы она не поддавалась. Каждый день созваниваемся, разговариваем. Рядом дочь, сын, внучки. Все ее поддерживают. Родственники мужа помогают ей, поддерживают тоже. Со стороны зятя тоже хорошие люди. Стараются помогать всячески. Погода у нас часто меняется. То холодно, то тепло. Сегодня идет снег. То 23 градуса. А сегодня уже 13. На улице не холодно, тепло. Ветра нет. Когда ветра нет, на улице всегда тепло. Я очень жду весну. Не знаю, как вы. Рассаду еще не посадила. Семена у меня еще так и лежат. Ничего еще не посадила. Вы же сказали мне, что рановато пока. Вот я к вам прислушиваюсь. А розу уже посадила. Она очень любит сад, огород, возиться с саженцами.
Когда я ей говорю, не рановато ли тебе сажать, она мне говорит, я знаю, что немножко рановато, но они же меня радуют. Да, она и зимой в Норильске, когда жила, у нее росли огурцы. Прямо натуральные огурцы. Ну вот, нарежу лапшу. Вакбалиш в духовке. Скоро испечется. Буду жарить окорочка. Мясо сварилось. Кирилл чистит с Владиком картошку. Баня готова. Коз подоила. Уже время 6 час. Вот так проходят мои выходные дни. Заодно снимаю влог. Кирилл выпускает комментарии. Вот такую лапшу сварю я сегодня в мясном бульоне. Хлеб испекла. А вы, мои хорошие, как вы проводите свои выходные? Кто-то, может, в гости пойдет, кто-то отдыхает, кто-то с детьми, с семьей, кто-то за телевизором, кто-то вяжет, кто-то в интернете сидит. Напишите мне все об этом. Мне все интересно о вас знать. А завтра, выходной день, воскресенье, я буду готовить полуфабрикаты для замораживания. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.